Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, в студии Фатиме Сейдометова. О последних событиях прямо сейчас. 36 крымско-татарских самовыдвиженцев вступили в партию «Единая Россия». Крымские татары отметили праздник начала осени Дервиза. Крымчане первыми увидели самый скандальный фильм в России «Текст» на 4-м международном кинофестивале «Евразийский мост». Бегом на цифру. Крымчане присоединились ко Всероссийскому дню бега. 9-й международный турнир по боксу имени Амитхана Султана собрал 140 спортсменов со всего мира. Глеб Бакши привез в Крым золотую медаль чемпионата мира по боксу в весовой категории до 75 килограммов. Спортсмен доволен турниром и теперь готовится к Олимпиаде 2020 года. Об этом он сообщил в аэропорту Симферополь после возвращения из Екатеринбурга, где прошел домашний чемпионат. Боксера встретили родственники, друзья, представители Министерства спорта и Федерации бокса Республики Крым. Это был важный зачет, но именно зачет, потому что экзамен будет в 2020 году. Я готовлюсь к Олимпиаде. На этом чемпионате мира я был темной лошадкой. Меня никто не воспринимал всерьез, а сейчас будут готовиться иначе. И мне нужно быть еще лучше. Я максималист. Я изначально поставил перед собой задачу завоевать первое место. И сейчас я доволен и боем, и турниром в целом. В решающем бою Глеб одолел филиппинца Эумира Марсиаля. В полуфинале крымский спортсмен сражался с бразильцем Эбертом да Саузой. Боксера поздравил глава Крыма Сергей Аксенов. Он пожелал Глебу новых побед, поблагодарил тренеров и наставников. Поздравляю чемпиона с заслуженной победой. Это был сложный и зрелищный бой, где Глеб проявил свои лучшие бойцовские качества. Твердость характера, силу духа и волю к победе. Это достойный пример для молодежи, для всех, кто стремится реализовать свои способности и таланты на спортивном поприще. Более 500 человек отметили крымско-татарский праздник сбора урожая Дервиза. Торжество развернулось на футбольном поле в Гвардейском Симферопольского района. Здесь прошел концерт, в котором приняли участие 40 национальных коллективов. Подробнее в материале Дианы Бекмамбетовой. Крымско-татарский праздник Дервиза открывает вокально-хореографический ансамбль. Это победители одноименного фестиваля культуры и искусства. Сегодня подводят итоги регионального конкурса. В течение года проходили отборочные туры во многих уголках нашего Крыма. И к нам на фестиваль сегодня приехали лучшие из лучших, сильнейшие в своем творчестве. Это в танцах, вокале, разговорном жанре. Дервиза Байрам – традиционный праздник сбора урожая и плодородия. Название с крымско-татарского языка переводится как «вхожу в новый мир». Этот день символизирует начало осенних полевых работ. Если Хадерлес, он празднуется, в принципе, на всей географии пост-османской территории. Другие праздники религиозные, Ураза Байрам, Курбан Байрам, весь исламский мир, Наврез Байрам, весь ирано-исламский, тюркский мир празднует, то Дервиза – это сугубо эксклюзивный крымский праздник. Праздник отмечают на полуострове в День солнечного равноденствия уже 5-й год подряд. Торжество укрепляет межнациональную дружбу, а также сохраняет самобытность крымско-татарского народа. Самый важный смысл данного праздника, как и Хадерлеза, это объединительный, то есть стать ближе друг к другу. Еще раз с праздником всех, пусть улыбки родных и близких освещают каждый дом. Харлоусон. Почти целый день гостей праздника радовали исполнители крымско-татарской эстрады. В следующем году фестиваль Дервиза планируют отпраздновать еще масштабнее. Организаторы приглашают творческие коллективы из стран СНГ для участия в концерте. Диана Бекмамбетова, Аким Бекиров, телеканал Милет. 36 вновь избранных депутатов муниципальных образований из числа крымских татар написали заявление о вступлении в партию «Единая Россия». Пока они будут сторонниками, но уже через полгода они смогут стать членами партии власти. С новоизбранными депутатами пообщалась наша съемочная группа.
Аким Аблякимов, новоизбранный депутат сельского поселения Холмовка Бахчисарайского района. На прошедших выборах он набрал 35 голосов как самовыдвиженец. Сейчас же пишет заявление на вступление в партию «Единая Россия». Это единственный вариант для крымских татар наконец-то идти в контексте общей политики и наконец-то быть не в оппозиции, а быть рядом, быть с властью, чтобы власть нас слышала, и наконец-то, чтобы действительно наши проблемы решались. И шкурлага, они уже начали решаться, уже много что делается в российском Крыму, но все равно еще очень-очень много работы. 36 депутатов крымских татар из разных районов Крыма. На выборах они прошли как самовыдвиженцы. Сегодня их объединяет желание стать сторонниками «Единой России», партии, власти и доверия крымчан. Наш участок получил 49%. 30% пришли крымских татар на наш участок. Показатель, я думаю, по Крыму достаточно неплохой. В день вступления в партию новых его представителей присутствовало руководство Госкомнадзора, заместители глав администрации и общественники. Они выразили надежду на эффективную совместную работу. Я думаю, что от работы этих депутатов избранных, от работы тех людей, которые завтра войдут в исполнительную власть, будет зависеть, какой будет результат через 5 лет. Если их работа будет успешная, активная, напористая, то и следующие выборы будут считаться как состоявшимся, потому что мы должны прибавить в количестве 100%. По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, за 5 лет политическая активность населения увеличилась. Десятки тысяч крымских татар голосовали на выборах президента Российской Федерации. Сейчас десятки вступают в партию. Люди уже не сторонятся от работы государства, а хотят в ней участвовать. Мы впервые действительно идем массово, активно с партией власти рука об руку. Эти сильные люди, которые без партийной поддержки сумели заручиться голосами не только крымских татар. Есть такие населенные пункты, когда самовыдвиженцы при, допустим, численности крымских татар до 10% получили максимальный результат. Это, по сути дела, говорит о том, что люди выбирали их не потому, что они имеют какую-то национальность, какие-то особенности, а то, что они могут эффективными быть, полезными для общества. И, естественно, этот наднациональный подтекст наших представителей позволяет говорить, что мы сегодня выходим совершенно на новый уровень. Уже через полгода новоизбранные депутаты станут официальными членами партии власти. Наджия Исаева, Айше Шулакова, Виталий Голубев, телеканал Миллет. В Ялте проходит 4-й кинофестиваль «Евразийский мост». На красную дорожку вышли международные артисты и режиссеры. Мероприятие продлится 4 дня. В программу вошла презентация мировых кинолент, творческие встречи, мастер-классы и награждение победителей. Как встретили звезд в первый день, расскажет наш корреспондент Севиля Меметова. 5-минутная готовность, включенные камеры и острые вопросы журналистов. На красной дорожке известные актеры театра и кино российской эстрады. Первым выходит народный артист России Виктор Мирешко. Чем отличается этот фестиваль от предыдущих? В чем его изюминка? Изюминка в том, что это, во-первых, в Ялте, во-вторых, в Крыму, во-вторых, он международный кинофестиваль. В Крыму очень много фестивалей, но наш фестиваль особый. А вот и долгожданные судьи фестиваля. Очаровательная Лакобой, харизматичный Кирилл Плетнев. Сегодня им предстоит нелегкая задача – определить лучшие картины мирового кино. Было бы нам очень интересно, мы как национальный канал, чтобы вы режиссировали один из наших фильмов, непосредственно связанный с крымскими татарами. Не возникала никогда такая идея? Вы знаете, я всегда отталкиваюсь от материала. Если это будет интересный материал и мне он понравится, зацепит меня, то я с большим удовольствием. Сегодня вы член жюри, правильно? Да. Как настроение, как Крым? Расскажите, пожалуйста. Слушайте, я спал 5 часов, потом был перелет, заселение в гостиницу, все это. Я пока еще ничего не понимаю, сейчас только так чуть-чуть в себя пришел. На кинофестиваль впервые приехали в Крым? На этот? Да, впервые. Фестиваль «Евразийский мост» проходит 4-й раз в Ялте. Цель – возрождение, популяризация крымского кинематографа в евразийском пространстве. В этом году приехали 14 стран со всех континентов земного шара. Привезли очень интересные картины. И фильм «Открытие», «Текст» – это самый скандальный фильм этого года вообще в России. Я думаю, что будет очень интересно.
Фильм режиссировал Клим Шипенко, работающий над известной картиной «Салют-7». Как рассказывает актер Александр Петров, исполнивший главную роль, такого сюжета в России не было лет 15. Фильм по очень хорошему материалу снят. Дмитрий Глуховский – большой русский автор, который совершенно очевидно станет впоследствии классиком, наверное. Но мы его не подвели. Уважаемые дамы и господа, начинается торжественная церемония открытия 4-го Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост». Ведущий торжественной части фестиваля – актер театра и кино Марат Башаров и телеведущая Жанна Эпле. Гуманизма, мира и дружбы между творчеством и народами евроазиатского пространства. Как и в предыдущие годы, на фестивале «Евразийский мост» 2 конкурса – игрового и документального кино, куда вошли ленты со всего мира. Идейный вдохновитель – режиссер Никита Михалков. Для меня фестиваль – это родное место, как я много раз уже, как и министр. Я очень рад, что Алина в этом смысле настоящий инициатор и, так сказать, человек, который первый фестиваль, я думаю, что в ее руках он будет вести и развивать. Ну, конечно, как Виктор Иванович Мелешко, который очень ревнует, что я стою рядом с ним, конечно, красавец. Мероприятие продлится 4 дня. За это время пройдут пресс-конференции, творческие встречи, демонстрация фильмов под открытым небом и, конечно же, определение самых ярких кинолент. Севиля Меметова, Виталий Голубев, телеканал «Милет». В Симферополе прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». Мероприятие, посвященное переходу полуострова на цифровое телевещание. По данным организаторов, в нем приняло участие около 2000 человек и преодолели дистанцию в 5 километров. Выйти на старт мог любой желающий вне зависимости от возраста. С места события Султания Ситакаева. Вместо сигнала на старт прозвучал выстрел из пистолета. На улице Воровского начался кросс нации. В масштабной акции принимают участие школьники, студенты, спортсмены и любители. Для самых маленьких и дистанция самая маленькая. Пока только километр. 7-летний Миша вместе с одноклассниками пришли сюда только побеждать. Бежали, как будто собирались побить рекорд. Просто мы спортивные ребята, любим бегать и занимать первые места. Самые старшие участники забега – ветераны спорта. Это Людмила, ей 71. На старт вышла вместе с 6-летним внуком Тимуром. Прививает любовь к здоровому образу жизни. Но я всю жизнь занималась спортом, горными лыжами. А малыш ходит на айкидо, занимается спортом. На выбор несколько дистанций – от 1 до 8 километров. Маршрут пролегал до площади Советской Конституции. Сейчас за моей спиной стартует вторая волна забега. Бегут спортсмены, любители, дети, мамы, папы. И мы подхватываем эстафету. В нем принимают участие и 35 человек с ограниченными возможностями. 25-летний спортсмен Али Катралиев занимается большим теннисом. Теперь свои силы решил попробовать и в беге. Я постоянно пытаюсь участвовать в всяких марафонах, забегах. Я занимаюсь спортом и поддерживаю активный образ жизни. Спортивный праздник завершился цифровым забегом. Он посвящен переходу Крыма на цифровое телевизионное вещание. Уже 14 октября в домах у каждого крымчанина будет яркая и четкая ТВ-картинка. Дистанция 5040 метров. Именно столько вышек цифрового телевещания в России. Уже 95% покрыта территории Республики Крым непосредственно качественным цифровым вещанием. По поручению главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова мы разработали вот такие информационные листовки, напоминашки, чтобы они уже с понедельника будут в каждом доме. В каждый почтовый ящик будет такая красивая бабочка цифровая. Кросс нации проводится уже в 16-й раз во всех регионах России. Это одно из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Цель – популяризация здорового образа жизни. В этом году в масштабной акции приняло участие более 500 000 человек. Султания Ситакаева, Виталий Голубев, телеканал «Милет».
В Ялте стартовал 9-й международный турнир по боксу, посвященный памяти дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. На ринге под открытым небом выступили 140 спортсменов. Участники приехали из нескольких регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Греции. Подробности у Дианы Бекмамбетовой. Гимн России звучит перед началом соревнований по боксу. В Ялте торжественно открывается 9-й международный турнир, посвященный памяти легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Аметхана Султана. Это наш дважды Герой Советского Союза, крымский татарин. Поэтому было принято решение и боксерский клуб назвать в честь Аметхана Султана, и турнир. Как вы видите, каждый год география расширяется. Главная цель турнира – популяризация бокса среди молодежи. По традиции ринг установили на городской набережной. В юниорских соревнованиях принимают участие больше 140 боксеров из разных стран. Весовая категория спортсменов от 50 до 65 килограмм. За зрелищными поединками наблюдают сотни жителей и гостей Ялты. Сейчас на ринге спортсмены из России. Также на соревнования приехали спортсмены из Греции, Чечни, Дагестана, Казахстана и Узбекистана. 14-летний Дени Умаров приехал из города Грозный, столицы Чеченской Республики. За 2 года занятий боксом он успел побывать на соревнованиях в Астрахани, Донбассе, Анапе, Сочи. На его счету 8 успешных выступлений. На международном турнире в Ялте надеется пополнить копилку побед. Сам захотел боксом заниматься, потому что у меня друзья занимаются, заинтересовался и бокс пошел. И втянулся. Дмитрий Середов – тренер боксерского клуба из Казахстана. Он приезжает со своими подопечными на турнир по боксу имени Аметхана Султана уже 9-й раз. Не планирует пропускать и юбилейные соревнования в следующем году. С детства наши отцы закладывали в нас это. И мы дальше это продолжаем дело. Единоборство, я думаю, это для мужчин самый оптимальный вариант. Поддержать спортсменов приехали почетные гости. Среди них победители Олимпийских игр, заслуженные тренеры, призеры международных чемпионатов. Для того, чтобы наш Крым процветал и то, чтобы наши люди всегда дружелюбно встречали гостей. А это у нас особенность, которая есть и в крымско-татарском народе, и в целом всех крымчан. Это только начало турнира. Бои продлятся до 24 сентября на набережной Ялты возле Квадратного фонтана. Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет. Виктор Агеев избран председателем Горсовета Симферополя. Решение было принято большинством голосов на первой сессии депутатов столицы. На эту должность было 2 претендента. Это Виктор Агеев, кандидат от партии «Единая Россия», и Василий Саенко от КПРФ. Голосование было тайным. Также на заседании было объявлено о скором проведении конкурса на должности главы администрации крымской столицы. Мероприятие запланировано на 30 сентября. Сегодня утром Украина перекрыла 2 пограничных пункта на границе с Крымом. По словам очевидцев, сейчас нельзя проехать на автомобиле через Чангар и Каланчак. Проходят только пешеходы. Автомобильный транспорт перенаправляется в пункт пропуска Чаплынка. Российские пункты пропуска работают в штатном режиме. Ранее украинское пограничное ведомство сообщило о закрытии пунктов из-за проведения строительных работ. Взяли с поличным группу вымогателей. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержали 2 мужчин. Под неизвестным предлогом на протяжении нескольких недель они требовали от военнослужащего 50 тысяч рублей. В случае отказа угрожали физической расправой. 16 сентября 2019 года члены преступной группы задержаны при получении денежных средств от военнослужащего. Сейчас возбуждено уголовное дело. Решением суда подозреваемые заключены под стражу на срок 2 месяца. Почти 100 неравнодушных крымчан приняли участие в субботнике на территории Симферопольского водохранилища. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню чистоты и Всероссийскому экологическому субботнику. В течение получаса участники заполнили огромный мусорный контейнер. О том, как прошла зеленая акция, подробнее расскажут наши корреспонденты. С самого утра почти 100 добровольцев очищают от мусора территорию вдоль дороги на Симферопольском водохранилище. За 10-15 минут Зарема Муждабаева с коллегой собрали полный пакет отходов. Девушка поражена, насколько местные жители безразличны к окружающей среде. Люди вообще не ценят нашу природу,
потому что, я не знаю, насколько должно быть отношение к природе, что они вот так вот приходят отдохнуть и не убирать за собой. Это очень плохо. Среди участников «Зеленой акции» представители государственных и общественных организаций, а также волонтеры. Многие привели сюда своих детей. Они охотно собирают даже мелкий мусор. И пакеты, и банки, и мусор, и все на свете. От Крымского инженерно-педагогического университета на субботник пришли почти 20 студентов. Для них такие акции стали доброй традицией. Мы пособирали огромное количество мусора. В принципе, работаем во благо. Попачкались, да какая разница. Главное, что помогли нашему обществу и природе в целом. Так, чистый день планеты отметили в 150 странах мира. В нашей стране этому приурочили акцию «Зеленая Россия». Всекрымский субботник состоялся при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов. Площадь очищаемой территории всего 1 гектар. Он переполнен крупногабаритным мусором и опасными предметами для здоровья и жизни крымчан. Шприцы есть, надо быть очень аккуратным при сборе. Мы видим о том, что чуть ли разбитые телевизоры, вытащили кинескопы. И, к сожалению, не нужно далеко от дороги отходить, чтобы понять, что данный участок, к сожалению, большому загрязнен. Всего за полчаса активные жители полуострова собрали почти 30 кубометров отходов. Наджия Исаева, Фатима Сидометова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет». Со счетом 1-1 завершился матч между футбольными командами «Кызылташ» и «Крымтеплица» в 6-м туре чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. После напряженных 30 минут игры первыми гол забили гости из молодежного. Игрок бахчисарайской команды ошибся с пасом, тем самым дал соперникам возможность атаковать ворота хозяев. Немного концентрации не хватило, может быть. Но я думаю, мы потом к середине первого тайма немного исправились и немножко взяли себя в руки. Ответный удар кызылташевцы нанесли буквально через 2 минуты. Во втором тайме игры голкипер Кызылташа, обороняя свои ворота, получил от соперников сильный удар по голове. Несмотря на травму, поле он не покинул. В завершении в компенсированное время бахчисарайцы могли одержать победу, пробив пенальти, но счет остался неизменным. Эту игру руководители футбольной команды «Кызылташ» назвали самой эмоциональной. Фестиваль «Холли» разукрасил детский парк столицы. Под залпы красок и танцевальной музыки собралось более 100 человек. Людей, по словам организаторов, могло быть гораздо больше. Всему виной переменчивая крымская погода. Среди участников разыграли 2 килограмма краски в огнетушителе. Фестиваль красок в городах республики идет уже 2-й день. 28 сентября в яркие цвета разукрасится Нижнегорский. В этот же день фестиваль пройдет в поселке Кировское. Там его приурочат ко дню рождения населенного пункта. 29 сентября яркая пыль поднимется над Старым Крымом и Белогорском. Все фото и видеоматериалы можно увидеть в социальных сетях с хэштегом «Яркий Крым». Это все новости на сегодня. В студии для вас работала Фатима Сидометова. Всего доброго.